Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами продолжаем нашу адвент-таро традицию, да, адвент-календарь Таро. И приступим к нашей следующей теме. Только вот гадать я сегодня буду не на Таро, а на Ленорман. Уж больно хочется погадать на этой яркой колоде теннис Ленорман. Хорошо, давайте открывать наш следующий день в календаре. Следующий день в календаре. И смотреть, какая здесь у нас тема расклада. Так, надеюсь, что вам все тут видно. Надеюсь, что вам все тут видно. Вот, наверное, ничего вам тут не видно. Ну, давайте я прочитаю. Я сегодня решила интим устроить. Не знаю, что там получится. Как вы можете улучшить стиль воспитания вашего ребенка? В каком стиле вы его воспитываете, да? Интересно. Так, первое. Какой у вас тип воспитания? Второе. Это явно ваши сильные стороны. Третье. У вас есть эти слабости, да? Четвертое. Как вы можете определить свои слабости, сбалансировать или улучшить? Пятое. Что нужно вашему ребенку? Шестое. Что вы можете сделать, чтобы быть лучшими мамой или папой? И седьмое. Что вы можете сделать, чтобы укрепить себя в этой роли? Вот такой план у нас на сегодня. Значит, детско-родительские отношения. Да, сегодня детско-родительские у нас отношения. Интересно. Интересно. Я вот замяла тут следующий листик. Так, хорошо. Детско-родительские, значит, да? Давайте смотреть. Значит, первая карта у нас на позиции. Будет у нас 3 позиции, да? Первая карта на позиции – это ваш тип воспитания. Как вы воспитываете своего ребенка? В каком стиле, да? В каком типе воспитания? Так, наши карты Ленорман. И что я тут устроила, этот интим? Ничего же не видно. Хорошо, я сейчас включу свет лучше. Подождите минуточку. Потому что интим не позволяет ничего видеть, да? Хорошо. Без интима будет как с интимом, правда же? Будет еще лучше. Вот видите, какие красивые карты Ленорман? И чуть не получилось так, что вы их и не могли не увидеть. Представляете? Из-за моего интима. Так, какой тип воспитания сейчас вы, какого типа воспитания придерживаетесь, да, у своего ребенка? Давайте посмотрим. И дальше будем уже анализировать, что у вас там за плюсы и минусы. Хорошо. Так, 3 позиции. Естественно, это расклад, сами понимаете, для родителей, да, у которых есть дети. Если у вас детей пока нету, то, наверное, об этом рано рассуждать. И вам нужно выбрать другую тему, да, расклада. Сами понимаете. Так, теперь у меня еще и собака заорала. Сейчас, минуточку. Так, вторая позиция. Это Демид, он мопс. И 3-я позиция. Я не знаю, что сегодня за день такой, что мне приходится все время бегать. То я свет, значит, не включила, то я собаку, значит, не выпустила. Вот не знаю. Хорошо. Собаку выпустили, свет включили. Надеюсь, что все удовлетворены. А вы тем временем выбрали свою позицию, да? Загадали своего ребенка, свой тип воспитания и выбрали свою позицию. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, как вы можете улучшить свой стиль воспитания ребенка вашего? Наша голубая брошечка и первая карта, какой у вас тип воспитания сейчас. Это и вышла карта ребенок. Вот понимаете, вышла карта ребенок. То есть вы вашего ребенка воспитываете по типу воспитания детский тип, да, то, что вы даете ему право быть ребенком. Вот это получается некоторый все-таки тип свободы, да. Когда вы воспитываете своего ребенка, он у вас свободный, он может играть, он может делать все, что хочет.
вы ему, скорее всего, все разрешаете, ничего не запрещаете, вы любите, возможно, с ним играть, с ребенком, вы, возможно, любите с ним проводить, там, не знаю, время, посещать, может быть, какие-то мероприятия совместные. И, ну, это вот, знаете, это вот какой-то расслабленный такой тип воспитания. Получается, что ваш ребенок, он проводит детство, скорее всего, беззаботно, абсолютно беззаботно. И у него нет, возможно, каких-то четких обязанностей. Вообще эта карта очень часто показывает отсутствие ответственности. То есть, скорее всего, вы воспитываете ребенка пока в отсутствии ответственности. Что это значит? Это не значит, что вы за него не отвечаете. Это значит, что он ни за что не отвечает. То есть, вот, допустим, у каждого ребенка должна быть, ну, например, своя комната. Он в этой комнате должен выполнять какие-то обязанности типа уборки, там правильно держать в одном месте свои вещи, вовремя делать все там по графику, да, допустим, ну вот представим, вовремя ложиться спать, и он там ходит там в садик или в школу, выполняет свои обязанности, да, он ответственный за свои уроки, чтобы выполнить уроки. Может быть, вы пока об этом не думаете. То есть вы пока ему вот такого четкого какого-то ограничения не предоставили. Скорее, вы ему предоставили полную свободу действий, расслабленность и детство. И, может быть, это и хорошо. Давайте посмотрим. Явно ваши сильные стороны в этом во всем. Ваши сильные стороны – это башня. Сильная сторона то, что вы всегда горой за своего ребенка, вы его очень сильно поддерживаете, вы для него точка опоры, но при этом башня, она говорит о том, что при всей этой мощной защите, да, вы, может быть, являетесь слишком сильной опорой, ну, то есть когда родитель выполняет вообще все ответственные задания за ребенка. Вот как мы с вами и сказали, да, что у вас ребенок расслабленный, у него есть детство, у него есть свобода. Но когда мы видим вот эту башню как вашу сильную сторону, то есть это ваша настолько мощная поддержка, что настолько сильная защита, настолько мощная опора, что, возможно, вы за него абсолютно все выполняете, да? То есть все его какие-то задания. Вы проявляете полную ответственность, ребенок никакой. Понимаете? То есть ответственность нужно делить. Нужно уметь делить ответственность. Но, конечно, вы, получается, оплот для своего ребенка, и он может всегда на вас положиться. Это явно ваша сильная сторона. Плюс башня – это дом. У вас есть дом, скорее всего, или там квартира, где ребенок чувствует себя именно как дома, ну вот в безопасности. Вот мой дом – моя крепость. У вас есть слабости. Какие? Медведь. Медведь – это слабость слишком заботливого родителя, который уж больно опекает, как медведица, своих медвежат. То есть медведица, она тоже бегает за своими медвежатами, медвежата на ней все время висят, и, соответственно, у вас это ваша слабость, что вы позволяете вашему ребенку вами помыкать, заставлять что-то делать вместо него, и вы, получается, максимально на себя его повесили. То есть у вас нет своей никакой жизни, а есть жизнь только вашего ребенка, и больше никакая. Так, дальше, значит, как вы можете определить свои слабости, сбалансировать их или улучшить свое положение, да? Мыши. Мыши – это командная работа. Вот ваши слабости можно увидеть в командной работе. Если вы начнете с ребенком общаться, что-то вместе делать, там какие-то выполнять задания, вы увидите, что ваш ребенок в этом не участвует. Он просто дурачится,
а выполняете все именно вы. Вы так поймете, что у вас командной работы не существует, да, что вы не стая мышей, а вы отдельные мыши, которые каждый занят своими делами. И, соответственно, вы поймете, что вы не даете ответственности своему ребенку ни за что он не выполняет никаких обязанностей, поручений, заданий, он ни за что не отвечает, и он не растет ответственным человеком. И, соответственно, вы должны что сделать? Потихоньку приобщать его к вашему семейному труду и вменить ему несколько обязанностей, которые он обязан выполнять каждый божий день. То есть это у него должно быть как, ну не знаю, как отче наш, да, от зубов отскакивать. Вот так же вот у ребенка должны эти обязанности от зубов отскакивать. Это не значит, что это у вас будет тирания или еще что-то. Есть элементарные вещи, как стирать свои там трусы, да, следить за грязным бельем, как оно у тебя, когда чистым стало. Там, допустим, следить за своими учебниками, за тетрадями, за игрушками, за уборкой. Уборка — это не значит, что он должен генералиссимус уборки сделать каждый день, а это значит, что у него должен быть график уборки. Ну, то есть, допустим, раз в неделю ты пылесосишь у себя в комнате. И раз в неделю ты у себя в комнате вытираешь пыль. Ну, неужели это сложно? И разложи вещи по местам. Не так это сложно. На самом деле не сложно. И ребенок — это не овощ какой-то, он может это делать. Хорошо. Что нужно вашему ребенку? Аист, ему нужно гнездо, забота, и чтобы оба родителя были вместе. Это очень важно для вашего ребенка, чтобы быть в этом гнезде. Ему нужно, чтобы в это гнездо постоянно прилетали родители, чтобы с ним общались. Вместе, возможно, куда-то выезжать ему важно, вместе куда-то ходить, вместе где-то быть. Вот это вместе, вот эта семья, и чтобы оба родителя. Это очень важно для вашего ребенка и очень нужно для вашего ребенка. Ну, давайте посмотрим, что вы можете сделать, чтобы быть лучшими мамой или папой. Собака – это верный друг. Верный друг для своего ребенка, который его никогда не оставит, не наврет ему. Вот собака, она честная всегда, она врать не будет, она все время ходит за вами по пятам. И это единственное существо на этой планете, которое вас никогда не предаст. То же самое, чтобы быть самыми лучшими мамой и папой, нужно ходить за своим ребенком, следить за ним, никогда не покидать, и никогда ему не врать, быть хорошим другом, лучшим другом для ребенка, стать ему лучшим другом, с которым он может поделиться всем, чем угодно. Хорошо. Что вы можете сделать, чтобы укрепить себя в этой роли? Это карта мужчины. Чтобы укрепить себя в этой роли, если вы отец, если вы смотрите папа, то вы можете держать чувство собственного достоинства. Это будет очень важно для вас. Если вы удерживаете чувство собственного достоинства в общении с ребенком, если он вас уважает, значит, вы укрепляете себя в роли родителя. Если ребенок вас, к сожалению, совершенно не уважает, значит, к сожалению, вы себя теряете в роли этого родителя. Да? Если вы мама, что вы можете сделать, чтобы укрепить себя в этой роли? Дать папе быть главным. У ребенка должно быть четкое восприятие того, кто мама, кто папа и кто какие функции выполняет. Функции мужчины и женщины в семье не должны быть поменены между собой. Он перенесет это все в свою семью. Вот что вы хотите, чтобы у вашего ребенка было в семье в будущем, когда он вырастет, так вы и ведите себя в вашей семье, и он все это скопирует. Ну, вот такой ответ дали карты по первой позиции. Убираю карты обратно в колоду Ленорман. А мы идем с вами дальше к позиции номер 2. Мы обсуждаем здесь отношения с детьми и, соответственно, как вы можете улучшить свой стиль воспитания вашего ребенка. И первая карта – это какой тип воспитания у вас, какого вы придержитесь. Это клевер. Клевер – это очень простой тип воспитания, как в деревне. Или просто все по-простецки, все как-то прямо. Допустим, вы простодушный и добродушный по отношению к вашему ребенку.
Вы слишком наивны по отношению к ребенку. Вы стараетесь вести себя на равных и никогда не заноситься в присутствии ребенка. Вы не завышаете свой авторитет при ребенке. Вы стараетесь быть ему другом или приятелем, или приятельницей. Вы стираете границы того, чтобы быть там каким-нибудь начальником для ребенка, да? А именно вы просто кто-то такой же обычный человек, как и он. Это, в принципе, хорошо. Также клевер показывает, что вы, возможно, приучаете ребенка к природе, приобщаете к жизни не только в городе, но и в деревне, допустим, да, или просто показываете ему природу. Также клевер показывает, что вы предоставляете ребенку свободу, то есть быть тем, кто он есть. И я тоже считаю, что это нормально. Ваши сильные стороны в этом воспитании. Мыши. Сильная сторона мышей – это команда. Мы одна семья, мы команда, мы держимся вместе, мы все делаем вместе. Мы никогда друг друга не бросаем. Мы объединяемся в кучку, чтобы быть сильными. Это ваша сильная сторона. То есть вы показываете ребенку, что один он не справляется, но вместе вы сила. Что если у человека есть другие люди, которые его поддерживают, значит он силен. Если он совершенно один, он ослабевает. То есть вы показываете клановость, да? Вы показываете семейность вашему ребенку, что какими бы вы ни были любыми там, да, негативными даже, неряхами или еще что, но вы все делаете это вместе. Или там что-то не так в вашей семье, вы там, знаете, вот бывает там, говорят, семейка там Адамс, да, или придурков каких-нибудь там в дурдоме или еще что-то. Но вы это делаете вместе, то есть это ваша сильная сторона. Есть какие у вас слабости? Слабости теперь воспитания. Лиса. Слабость в вашем воспитании, то, что иногда вы одеваете маску перед ребенком и можете ему наврать. Это очень-очень-очень плохо. Вы боитесь сказать ему правду, думая, что он вас не поймет или будет ругаться на вас. Лиса также говорит о том, что вы можете слишком сильно ударяться периодически в работу и забивать при этом на своего ребенка вообще. И в этот момент ему становится одиноким. Обратите на это внимание. Обратите. Как вы можете определить свои слабости, сбалансировать и улучшить свое положение? Аист. Аист показывает гнездо. Вам нужно обустроить свое гнездо. Показать, что вы вместе, что вы любите друг друга, что вы слушаете друг друга, что вы проводите время вместе, что вы очень любите своего ребенка, прям признаваться ему в любви, обнимать его почаще. Также здесь нужно именно обустроить гнездо, в каком плане? Вот чтобы у вас было такое вот как домашнее что-то, как домашние традиции какие-то вот совместные. Может быть, вам даже нужно сменить место жительства, переехать в более удобное место. Может быть, то место, где вы живете, не очень приятное для ребенка. И сделать вот что-то вот такое обустроенное, приятное для ребенка, чтобы у него была хорошая, красивая комната, и у вас тоже, и чтобы все себя в этом доме чувствовали комфортно. То есть вот это важно здесь. Вот так у вас сбалансируются ваши слабости, улучшится положение. Что нужно вашему ребенку? Луна. Вашему ребенку нужно избавиться от страхов. У него есть подсознательные страхи, комплексы или там какие-то психотравмы, и ему нужно от них избавиться. То есть это нужно уже разбирать на психологическом уровне, возможно. И разговаривать, откровенничать с ребенком. Больше откровенничать, откровенных разговоров каких-то по душам. Это нужно вашему ребенку от разговоры по душам побольше. Так, что вы можете сделать, чтобы быть лучшим мамой или папой? Тучи.
устранить много мелких проблем, которые у вас накопились. Вот, к сожалению, тут не совсем гладкая вообще ситуация, потому что, да, у вас ребенок чувствует свободу, но у вас накопилось много разных проблем неразрешенных, которые вы накопили по отношению к ребенку. Ну, то есть, может, вы его к зубному не сводили, или там не купили ему что-то из одежды, или тетрадку вовремя не купили, или оценку не проверили, не сделали домашку пару раз. И вот это все как снежный ком, понимаете, накапливается все из мелких проблем. То есть тучи нужно разводить руками уметь, и, соответственно, вам нужно взять и просто отказаться от накапливания мелких неприятностей, которыми оброс ваш ребенок. То есть вы ему не уделяли вовремя внимания в каких-то мелочах, и получается, что он оброс вот как снежный ком этими мелочами. Может, у него давно там в комнате не убирали, не помогали ему в уборке, там, да, забросили, сказали, ну, не умеешь прибираться, ну, иди, вот, и там, ну, не помогаете ему в этом, или там не разбираете ему грязную одежду. Обратите на все внимание сразу, обратите на все. То есть есть какие-то мелочи, которые вы не решили. Может, у него живот давно болит, а вы все не ведете его к гастроэнтерологу. Ну, вот сводите. Так, дальше, значит, что вы можете сделать, чтобы укрепить себя в этой роли, в роли мамы или папы? Рыбы. Рыбы это очень такая интересная карта, она мягкая, она такая, знаете, плавная, то есть нужно делать все медленно. Не будьте как понос, как пылесос, там, я не знаю, как пропеллер. Допустим, вот я вам сказала про проблемы мелкие, вы сейчас возьмете как экскаватор, начнете. Нет. Вам надо, знаете, вам надо действовать медленно, вам надо плавно действовать, общаться с ребенком тихо, спокойно, спокойным голосом, нежно, выводить его на разговоры тоже плавно, без допросов. Может быть, день за днем выстроить какую-то тактику, чтобы вот общаться с ним спокойно. Вообще рыбы — это спокойствие, конечно, это плавность и спокойствие. И уходить из проблем нужно вот именно плавно, вот так вот, как рыба бы выплыла из проблем, так и вам надо выплывать из проблем по отношению к вашему ребенку. Я вам так скажу, у каждого в семье есть целая куча проблем с детьми, которые не решаются годами, потому что люди постоянно работают, заняты. Это не вы одни такие, вы просто, скорее всего, много работаете или еще что-то. И нужно просто взяться по одной проблемке, так плавно решать, но на ребенка не давить, а общаться с ним очень спокойно. Ну, вот такой ответ дали карты по второй позиции. Убираю карты обратно тоже в колоду. А мы идем с вами к позиции номер 3. Наша брошечка. И первая карта на позиции. Какой у вас тип воспитания вашего ребенка? Это карта «Дом». Дом — замечательная карта. Это тип воспитания домашний. То есть ваш ребенок полностью домашний. Все по-домашнему у него. Это значит, что, может быть, даже ребенок стал домоседом в связи с вашим типом воспитания. То есть воспитание семейное, мол, у нас есть клан, у нас есть семья, у нас есть общность, мы все вместе, мы постоянно вместе, мы объединяемся. То есть вы вот стараетесь вот как-то вот так преподносить все ребенку. И, соответственно, ухаживать за ним, делать все для него и приобщать его, в принципе, к домашнему труду вы тоже можете, ну, тут, судя по этой карте, то есть, чтобы он проявлял ответственность, выполняя домашние дела и уроки, допустим, да, если он уже в школе, если в садике, ну, тоже какие-то задания. Вот я считаю, дом — это очень хорошая карта, как тип воспитания, что вот мы все одна семья, мы все поддерживаем друг друга, у нас есть уважение друг к другу, и мы выполняем каждый свои обязанности. Ну, то есть это вот хорошо. Какие ваши явно сильные стороны? Якорь. Ваша сильная сторона – это постоянство. Вы имеете некоторые обычаи, традиции, которые выполняете, правила, да, каждый божий день. И вы это делаете годами, и ребенок это видит и привыкает к этому. Это ваши очень сильные стороны. Вот постоянство, постоянное место жительства, постоянная работа, постоянные занятия, каждодневный график. Возможно, даже ваш ребенок в какое-то время ложится спать. Я считаю, это замечательно. Это вот как немецкий тип воспитания, да.
Ну хорошо, это явно сильные стороны, действительно, постоянство. И в своих суждениях вы постоянно это показываете своему ребенку. Слабые стороны. Слабые стороны – это башня. Башня – это крепость. Ваш ребенок не чувствует себя свободным. Он не чувствует себя свободным, он чувствует себя в заточении, в башне, в этом доме, в котором вы живете, или в квартире. Он чувствует себя как в тюрьме в каком-то смысле. То есть у него недостаточно развязаны руки. И вы переборщили своими правилами, вы переборщили со своей домашностью, вот этой с расписанием, со всеми, может быть, этими факультативами или еще чем-нибудь, кружками, я не знаю. И, соответственно, у него совершенно нет свободы, никакой. У него нет своего мнения. Это, конечно, ваш минус, большой минус, ваша слабая сторона, я вам скажу. И вам нужно с ней работать. Так, как вы можете определить свои слабости, сбалансировать их и улучшить? Луна. Луна говорит о том, что тут уже пора в каком-то смысле к психологу, потому что у ребенка начали формироваться определенного рода психологические травмы и, возможно, даже некоторые страхи. Поэтому вам нужно быть нежнее, разговаривать откровеннее и плавно, тихо, медленно выводить ребенка на те разговоры, что хочет он, что хочешь ты, мой ребенок, куда тянет тебя. Какой безумный поступок мы сделаем с тобой вместе на этой неделе? В какое приключение мы отправимся? Но не то, опять же, что вы ему навяжете, а то, что он сам захочет. Вот вам нужно день за днем, час за часом, разговаривая с вашим ребенком, вывести его на тот разговор, не надавливая, а чего хочет в жизни он сам. Даже если это, как вам покажется, дурость, глупость и фигня. Для него это не ерунда, поверьте. Что нужно вашему ребенку? Сердце, ему нужна любовь, большая любовь. Ему нужны подбадривающие слова, объятия, проявление любви, нежности, внимания. Вот что ему нужно. Вы, скорее всего, не давали ему каких-то чувств и эмоций в последнее время. Дайте, срочно дайте ему чувства, эмоции, обнимите, скажите все самое лучшее об этом ребенке. Скажите ему, насколько он любим, насколько вы горды его заслугами. Не надо выделять у него негативное, да, нужно, пусть даже если он что-то одно сделал хорошее, постоянно напоминать об этом. А вот о плохом не стоит напоминать этому ребенку. То есть ему не хватает нежности, ему нужно ее дать, любви, побольше любви. Что вы можете сделать, чтобы быть лучшими мамой или папой? Мужчина. Ну, для женщины здесь нужно в доме расставить все-таки как, моменты иерархии, да? Папа главный, мама чуть-чуть второстепеннее. И нужно, чтобы роли мужчины и женщины были выверены, да, то есть по правилам. Если мужчина и женщина меняются ролями в вашем доме, то ребенок перенесет это в свою семью. Более того, если вы мужчина, нужно иметь чувство собственного достоинства, но не тиранию. То есть нужно уважать ребенка, нужно говорить с ним хорошо, правильно, но при этом не терять себя, не падать в его глазах, не унижаться и не врать, никогда не врать. То есть быть человеком чести, достойным человеком и в глазах своего ребенка. Сказал, выполнил. Да? Сказал, выполнил. Для мужчин это очень сложно в последнее время. Что вы можете сделать, чтобы укрепить себя в этой роли? Кольцо. Кольцо – это связать себя ответственностью, обязательствами, проявить ответственность, заключить с ребенком договоренности, контракты, так скажем, да, если в кавычках. То есть, если вы что-то обещаете, нужно делать. Если вы хотите, чтобы ребенок что-то сделал, нужно с ним договариваться, заключать эту договоренность, и каждый из вас выполнит условия. Если он не выполнил условия, нужно ему сказать, что вот нужно проявить ответственность, давай, выполни эти условия, то есть настоять на этом, без агрессии. Вообще кольцо – это очень хорошая карта дружбы, карта преданности, карта любви. И она всегда говорит о том, что люди должны быть в браке, чтобы ребенок рос в семье.
и лучше с родными родителями, но все тут зависит от того, ну, допустим, не алкоголик ли у него папа, не наркоман ли, не асоциальная ли личность, тогда лучше хороший отчим, чем такой папа, или вообще лучше быть один, чем вместе с кем попало. Вот. И, соответственно, если у вас нормальные оба, то держаться своей семьи, укреплять институт семьи, потому что это важно для вашего ребенка. Вот. И сказать вашему там мужу, если вы женщина, да, что проявляй любовь к своему ребенку, обними его и подойди ему, скажи ласковые слова. Ну, вот такой ответ дали карты по третьей позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!